В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Якутск окутал дым от лесных пожаров. Причина возгораний – сухие грозы. В Якутии продлен режим ограничительных мер из-за коронавируса. Национальный художественный музей запускает мультимедийный гид с дополненной реальностью, как воспользоваться новой опцией. Якутск окутал дым от лесных пожаров. 3 очага тушат в местности Харыялах на общей площади 8 гектаров. Предварительно причиной возгораний стали сухие грозы. По информации МЧС России, по региону предельно допустимая концентрация вредных веществ в городе не превышалась. Также дым от лесных пожаров может накрыть населенные пункты в Намском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Тампонском районах. В Якутии на сегодняшний день, по информации Минэкологии региона, тушат 37 лесных пожаров. 7 из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 468 га. За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано 8 возгораний, в зоне контроля 10. В тушении пожаров привлечено 649 человек, 62 единицы техники. В Нерюнгринском районе с 1 июля действует особый противопожарный режим. Надзорные органы проводят постоянные рейды в лесных массивах, прилегающих к населенным пунктам, для недопущения возгораний и раннего обнаружения очагов. Также ведется постоянный космический мониторинг термоточек. На сегодняшний день их более 40. Чульманское авиаотделение ведет авиамониторинг охраняемой территории лесного фонда, а Нерюнгринский филиал Якутлесресурса патрулирует наземную зону охраны лесов. В соответствии с введением особого противопожарного режима запрещается в лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, садовых огороднических товариществах и объединениях проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытового мусора, проведение работ по топке кухонных очагов, использование мангалов. Вводится ограничение пребывания граждан в лесах. Теперь к цифрам регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. 72 новых случая COVID-19 выявили в Якутии за сутки. 35 заболевших в Якутске, 24 в Томодском психоневрологическом интернате в Алданском районе. По 4 инфицированных в Ленском и Мирнинском районах, 2 в Татинском районе и по 1 заболевшему в Верхоянском, Чурапчинском и Нерюнгринском районах. За сутки выздоровели 115 человек, 2 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. Глава Якутии Айсен Николаев продлил режим ограничительных мер из-за коронавируса до 24 июля. Во-первых, у нас остается обязательство следующего характера. Для всех граждан республики соблюдение масочного режима. Для граждан, которые непосредственно страдают хроническими заболеваниями и имеют возраст старше 65 лет, сохраняется режим самоизоляции. А это значит покидание места жительства при определенного рода ограничительных позициях. Это прежде всего и маски, и менее время тогда, когда мало народу, и, соответственно, использование всех наших служб без контактной доставки. Я хочу выразить благодарность гражданам, которых старше 65 лет, и те, которые у нас болеют хроническими заболеваниями, которые у нас находятся сегодня дома. Я им очень благодарна за ту дисциплину, которую они проявляют и дают возможность сегодня и нашим медикам все-таки работать более равномерно. И, конечно, они прилагают все усилия для того, чтобы спасать жизни, в том числе и лиц старшего поколения, которые попадают в наши больницы. К сожалению, у нас и за прошедшие сутки зарегистрировано 2 летальных случая. Из тех ограничений, которые сохранились, я хочу обратить внимание на ограничения, связанные с тем, что 14-дневная изоляция при въезде в республику осталась лишь только для вахтовых и для сезонных работников. Для граждан непосредственно республики, прибывающих соответственно, и прибывающие в гости, вообще в целом республику, этой 14-дневной изоляции уже нет. Но это не значит, что необходимо, слишком расширять свои контакты, а все-таки круг контактов должен быть ограничен.
У нас остаются неразрешенными спортивные массовые мероприятия, большие культурные мероприятия. И, как вы знаете, в том же режиме закрытые от спортзалов до больших предприятий общественного питания. Комиссия Минтранса региона проводит проверки общественного транспорта и маршрутных такси на соблюдение мер безопасности, связанных с коронавирусом. Соблюдают ли водители и пассажиры требования Роспотребнадзора, а также рекомендации указа главы региона в материале Дмитрия Тымырова. В состав комиссии вошли представители городской администрации, ГИБДД, Минтранса и транспортной полиции. Первым делом члены комиссии проверяют наличие средств индивидуальной защиты у водителя и пассажиров. Сегодняшний рейд приурочен соблюдению временных рекомендаций по работе предприятий автомобильного транспорта, а также индивидуальных предпринимателей, в особенности именно, опять же, нераспространению новой коронавирусной инфекции, то есть соблюдение масочного режима, дистанции. Опять же, у товарища водителя произведена должна быть дезинфекция салона, спиртосодержащей продукции, с хлоркой и так далее. Водители транспортных средств говорят, что такие рейды нужно проводить не только среди водителей межмуниципальных такси, но и среди пользователей таксомоторных служб, которые пользуются электронными сервисами. В чем проблема? Это индрайверы. Все забыли автовокзал. Минимум уже через год наверное, забудутся. Все. В соответствии со статьей об административных правонарушениях, несоблюдение требований нормативных актов, направленных на предотвращение и устранение распространения коронавирусной инфекции, влечет за собой штраф в размере от 1000 до 300 тысяч рублей. Между тем, комиссия при проверке водителей транспортных средств у автовокзала не выявила нарушений. На данный момент, насколько в пределах своей компетенции я проверил, нарушений у водителей не имеется. Все масочный режим соблюдают при въезде, выезде. Также кондуктора в перерывах проводится дезинфекция, и поэтому нарушений на данный момент никаких выявлено со стороны водителей маршрутных автобусов не было. А вот как сообщили в управлении ГИБДД, с начала рейдовых мероприятий уже были выявлены ряд нарушений. В том числе меры предосторожности нарушают и сами пассажиры, которые пренебрегают соблюдением масочного режима. Руководство Минтранса региона отметило, что такие мероприятия отныне будут проходить еженедельно, пока эпидемиологическая ситуация в Якутии не стабилизируется. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Сегодня в Республиканском медиацентре прошла пресс-конференция с участием заместителя министра просвещения России Татьяны Васильевой по итогам рабочего визита в республику. Васильева отметила, что пункты проведения ЕГЭ в регионе подготовлены на высоком организационном уровне. Также, по ее словам, Якутия занимает одну из лидирующих позиций среди российских регионов по качеству образовательных услуг. Вообще традиционно республиканские школьники, якутские школьники показывают хорошее качество образования. Большое количество ребят становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Большое количество ребят становятся победителями, призерами различных творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсов. И это показатель действительно слаженной работы всей системы образования на повышение качества образования. Якутия действительно одна из лидеров системы образования России. С завтрашнего дня все выставки Национального художественного музея Якутии станут доступны для посетителей. Учреждение запускает мультимедийный гид с дополненной реальностью. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Культура». Музей вошел в список учреждений, которые участвуют в проекте электронной платформы «Артефакт». Это цифровая платформа Министерства культуры России. Этот проект – своеобразный мост между традиционными формами предоставления художественного наследия и требованиями сегодняшнего дня. Любой посетитель, имеющий с собой смартфон, может бесплатно скачать мобильное приложение с дополненной реальностью и, придя в наш музей, именно в экспозициях искусства Якутии, где представлена графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, найти значок «Артефакт», навести свою камеру смартфона на произведение, и вы увидите графическое обозначение точек интереса. Каждое произведение обладает особыми какими-то важными деталями, фактами. Точки интереса раскрывают интересные факты того или иного произведения.
Герой следующего сюжета – юное дарование города Нерюнгри Никита Гуреев. Выпускник информационного технологического лицея номер 24 стал победителем всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». После этого Никиту пригласили на обучение в один из престижных вузов страны. С ним встретилась наш корреспондент Александра Цыбикова. Никита родился и вырос в Нерюнгри, учился в гимназии номер 1 и занимался спортом. В 7 классе ему предложили заниматься олимпиадным программированием. Усердные занятия почти сразу дали свои плоды на городских и республиканских олимпиадах. Его заметили и пригласили в ИТЛ-24, где он и закончил 10-11 классы. Когда парню было всего 7 лет, он за полчаса собрал кубик Рубика. Сейчас его личный рекорд – 40 секунд. На протяжении последнего года он принимал активное участие в научно-технологических конкурсах и выставках. Я думаю, что, во-первых, это способности, во-вторых, невероятная трудоспособность, невероятное упорство, а также все благодаря руководителям, его первому учителю информатики, с которым он начинал заниматься и начинал готовиться, Юлии Васильевне Самсоновой, а также руководителям лицея. В прошлом году Никита участвовал в международных интеллектуальных играх. А однажды для того, чтобы принять участие в соревнованиях «Хакатон» среди самых продвинутых айтишников в Якутске, десятиклассник Никита даже самостоятельно собрал команду. Так велико было желание посостязаться. И что говорить, юные нерюнгринцы вышли в финал. Наш проект отличается законченностью. То есть мы представили не только идею, но и полностью реализовали ее. Наш сайт получил глубокий функционал, у нас внедрена система оплаты. Наш сайт уже активно продвигается в интернете и выложен на хостинг. В этом и была основная наша фишка. На последнем всероссийском конкурсе «Большие вызовы», который прошел в городе Сочи, ребята совместно с ракетно-космической компанией «Энергия» создавали научную лабораторию для проведения исследований на МКС. Суть лаборатории заключалась в том, что исследования должны были проводиться автономно, тем самым не загружая время космонавтов, которое и так очень ценно и важно. Вот. Ну, пример лаборатории. Не знаю, если виден. Вот у нас был такой значок нашего проекта «Космолаб». Вот. Ну, изображена сама лаборатория. Я, во-первых, очень рад, что мы победили в этом конкурсе. Заняли первое место среди всех космических проектов. Соответственно, по итогам конкурса нам дали целевое обучение от ракетно-космической компании с последующей работой в ней. Вот. А также ценные призы от Роскосмоса. Сейчас Никита, как и его одноклассники, ждет результатов ЕГЭ, рассматривая варианты дальнейшего поступления. И хоть у парня имеются задатки в различных направлениях, он отдает свое предпочтение программированию. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. На этом у меня все. Не переключайтесь.